Ну вот, чуть-чуть убрал снег. Сегодня выпал опять. Где-то сантиметров 10, наверное. Осадки выпали. Снегопад. 6 декабря. На улице минус 2 градуса. Завтра вообще дожди обещают. Тулан лает. И сегодня ночью, 2 часа ночи было, я вставал. Он жестко так за 2 года. Сейчас 27 декабря будет ему 2 года. И 2 года так жестко первый раз лаял. Но я подходил к этому, к вольеру. Тут следы были. Вот оттуда какой-то где-то собака. Или же может быть, так просто я гадаю, думаю, может это волк был. Всякое может быть. Но следы не крупные. Тут волки у нас не полярные. Они полярные, они крупные. А именно что мелкие следы. Следы также мелкие. Но вот сейчас один осенью добыл одного волка, односельчанин. И волка я этого видел. Он не согласился, чтобы я поснимал. На волк не крупнее вас тулана. Но все когти, конечно, у него тоже черные. Хотел показать, но невозможно с ним что-либо показать. Начал выпадать шерсть. Выпадает. Бесится, блин, неугомонный. Может, волк действительно приходил сегодня. Но так лаял он жестко. Да. 2 часа 30 минут, наверное, было где-то время. Я его не отпускаю. Сейчас даже одна жалоба была. Знакомый говорит, проходил мимо вас, говорит, и прям цепляется ноги. Это нехорошо. Кусать не кусает, но все равно пугает людей. Особенно если детей напугает, это уже. Так что он всегда у меня на привязи сейчас. Ну, если куда буду идти вместе, конечно же, может быть, отпущу. А чтоб в одиночку гулять я ему не разрешаю. Вот так. Не думаю. Кабан такой, блядь. Рейку, который я прибил, новую рейку, он уже изгрыз весь. Айда! Ты где была? Вот так. Так. Вот смотрите, щепки. И рейку уже прибил там жестянку. Не знаю, видно, не видно. Действительно, как бобер, блин, грызет все. Крепкие зубы у него. И когда щенком был, с возраста, щенячьего возраста, он такой. 27 декабря 2 года ему будет. Вот такой взрослый мужик уже. Дружелюбный пес. Но не умеет драться еще. Хватит. Да, еще хочу ответить на один вопрос, который не раз уже задавали. Вот у меня заборов нету. Вот тут, вон там с соседями, видите, заборов вообще нету. Здесь у соседей заборов нету. Почти ни у кого не осталось заборов. Раньше в каждом дворе держали скотину, и поэтому делали заборы. Невысокие такие, где-то метр высотой.
Вот, чтоб корова не зашла в огород. Дугде! Фу! А сейчас уже перестали держать скотину, и заборы ни к чему, в принципе. Основные заборы, конечно, мы летом вставляем, чтобы, ну, есть еще штучные коровы, которые отпускают, коров, которых отпускают, а основные, что вот по периметру где-то еще, ну, нигде не осталось. Ну, это как в жизни, так же вот. Сейчас все забросили, никто ничего не держит. А он пройдет, может, лет 20, и все по-новому будут держать скотину, или заборы что поставят. Да. Не знаю, когда у нас поход получится, но пока дома мы сидим. Пока дома. Вот теперь у нас и снег прибавилось. Вот тут уже видно, что возле дома не так много, но в основном на полях прибавляется. В принципе, и показывать пока нечего. Все однообразно. Сейчас наст, наверное, будет. Здесь скважина вообще уже не видно. Как будто и ничего нету. Все под снегом. На день я выключаю даже обогревающий кабель. Днем у меня выключенный. Вот так. Ладно, поговорили. Не знаю, кто вот приходил ночью. Какой зверек. Или волк, или просто бродяга собака. Но Тулан сегодня очень жестко лаял. Действительно, такой лай. Ну, не было еще такого жесткого лая. Не знаю, кто был. Так, сейчас еще тут поубираю снег, пошире сделаю здесь тропинку. И не знаю, что дальше делать вообще. Будем думать.